Исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Емельяновича Шалабаева. Человека, который обладал великолепной эрудицией. Педагог, поэт, общественный деятель, искренний патриот суверенного Казахстана. В педагогике он был автором методов ориентации на ситуацию творчества, ориентацию на ситуацию успеха. В каждой школе, в которой он работал, создавал для педагогов и учащихся условия для воображения, игры, фантазии, импровизации. На все это он был мастер. Шалабаев – педагог-творец. Вот лишь один пример. Однажды вернулся из областного центра и сказал, что в области объявлено соревнование пионерских отрядов, и мы должны занять первое место. И выбрал 6 Б-класс, где дети из отделений. Начинаем репетиции, отрядной песни. Появляется и музыкальный руководитель, и Василий Емельянович. Трудовой десант. Идем на отделение. Он, между прочим, дает советы, кому необходимо оказать помощь, какому пенсионеру надо обязательно посадить картофель. Читаем стихи, учим уроки. Он обязательно появляется, потому что на конкурс надо готовить стихотворение. А подготовку спортивную вообще этого моего класса вообще он сам курировал. И так мы победили, потому что он мог объединить директор школы, педагогический коллектив, родительскую общественность, учащихся, естественно, администрацию совхоза, и эта победа была коллективной. Так он управлял педагогическим сообществом, в которое включил всю общественность совхоза. И подавал другим пример, ведь как нужно побеждать, потому что ориентация на успех – это главный метод его работы. Дети участвовали в конкурсе с областного центра, со всех городов, с районных центров, а 6 Б-класс – дети из отделений, далеких отделений от областного центра. Но родители центральной усадьбы шили им костюмы, подготовили всех детей для того, чтобы они были красивые, и форму пионерскую шили. Дети центральной усадьбы. Так готовил Василий Емельянович для победы 6 Б-класс. Дело все в том, что он великий наследник Ибрайла Тансарина. Он был его кумиром по жизни и в педагогической деятельности. И он, как и Ибрайл Тансарин, утверждал, что главная задача педагогов – воспитание нравственной личности. И когда он посмотрел фильм «Маленькая Вера», это были годы перестройки, когда терялись нравственные ориентиры, он написал стихотворение «Маленькая Вера». Из всех утрат, потерь, растрат труднее всего потеря веры. Кому взойти на круг костра? За ту, за маленькую веру. Он был глубоко убежден, что в воспитании нравственности главную роль принадлежит педагогам. Поэтому средством нравственного воспитания главным он считал чтение художественной литературы и знание поэзии. Причем он утверждал, что каждый педагог, независимо от того, какой предмет он ведет, он обязательно должен знать поэзию и применять на своих уроках. Его кредо в педагогической деятельности в стихотворении «Учитель» и к мальчонке завтра гражданину золотые я ищу слова. Василий Емельянович активно участвовал в международном движении «Педагоги за мир и взаимопонимание». На международных научно-практических конференциях, которые проходили в Москве, в Ленинграде, он покорял участников своей эрудицией
и говорил о важности воспитания политической культуры, воспитания ответственности подрастающего поколения за мир во всем мире. А вечером в гостинице многие участники собирались вокруг него. И продолжались разговоры до поздней ночи. И в свои воспоминания об этих разговорах он изложил в статье «Гуманизм в понимании Толстого». Педагогическому сообществу нашей области важно продолжать традиции духовного, нравственного воспитания, заложенные великим педагогом Ибраевым Алтынсариным и его продолжателем Шалабаевым Василием Ильяновичем, придать большее значение нравственному воспитанию каждому педагогическому коллективу.